Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире авторская программа Александра Кимкимен, профессор «Доступно о важном». Сегодня мы посвящаем нашу передачу двум важным таким аспектам. Во-первых, то, что наш общенациональный лидер, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин объявил этот год годом единства народов Российской Федерации. Во-вторых, наш Илдархан Айсен Сергеевич Николаев объявил в Республике Саха-Якутия год культуры. В этой связи мы решили сегодня тему передачи обозначить следующим образом: историческая правда о развитии и взаимообогащении народов России. В этой связи мы пригласили в нашу студию известного историка, человека, который действительно имеет глубокие познания, также оставляет такой хороший след в своих трудах научных, в своих книгах. Это главный научный сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем коренных малочисленных народов Севера, Якутского научного центра, Сибирского отделения Российской академии наук, доктор исторических наук, почетный гражданин Хангаласского улуса Андриан Афанасьевич Борисов. Андриан Афанасьевич, я вас приветствую, рад видеть вас в этой студии. Всегда я начинаю наши передачи с того, какие у вас истоки, где вы родились, в какой школе учились и как к вам пришла такая идея стать историком, и вы так преданно слушаете интересам истории. Пожалуйста. Спасибо. Я уроженец города Якутска, то есть, получается, родился в Якутске. Но если говорить о истоках, как это иногда принято говорить, то мои корни, они уходят в Хангаласский улус. Одно время он назывался Орджоникидзевским, было дело, да? Было. Так получилось, что наш дед со стороны отца, он в конце 20-х годов, уже прошедшего века, он сам родом со второго малтанского наслега, и волею судьбы он в конце 20-х годов вынужден был покинуть историческую родину и переехать в Якутск. И в 30-х годах фактически заново создать семью свою, и с той поры мы Борисовы горожане. Я закончил, если говорить об образовании, закончил среднюю школу номер 14, которая сейчас немножко по-другому называется, утратив свой номер. Это школа, которая находится, скажем так, в Сайсарском микрорайоне. Но она имеет давние традиции. Достаточно сказать, что в то время, когда она была создана, в конце 70-х, на рубеже 70-х, 80-х годов, она была одной из немногих, где были якутские классы открыты. То есть дети, которые жили в Якутске, имели возможность, по крайней мере, изучать якутский язык и литературу. Эти классы даже называли экспериментальными. И мне посчастливилось закончить такой класс. У меня были замечательные учителя, замечательные педагоги, которые, собственно, и привили любовь к родному краю, как раз к культуре, истории. Я, может быть, назову некоторых учителей, с вашего позволения, да? Я учился у представителей нескольких поколений династии Бубякиных. Это Вилюйская, учительская династия. Я думаю, слушатели многие знают, особенно старшее поколение. У Марии Петровны Бубякиной и Евдокии Петровны Бубякиной. Я у Розалии Петровны Бубякиной учился. Евдокия Петровна, она преподавала русский язык и литературу. Я очень благодарен, что у меня был такой учитель, который мне привил, в общем-то, так сказать, любовь и, скажем так, хорошее понимание языка самого, да. А из других учителей, поскольку я сказал, что у нас был экспериментальный класс, у меня были учителя, которые нам все-таки, хотя мы учились в городских условиях, в то время понятно, что в основном город у нас был русскоязычным, люди старшего поколения дадут соврать. Но нас, тем не менее, учили и якутскому языку и литературе замечательные учителя, например, Василий Иванович Босиков, Босяк, это известный якутский поэт, писатель. И, например, Галина Николаевна Пономарева, тоже уважаемый человек, тоже ветеран, учитель.
Вот. И, значит, если уж говорить, как сказать, собственно, о моем предмете, к которому я пришел, там у меня тоже были замечательные учителя, которые тоже, вот, собственно, привили мне интерес к истории. Это вот Людмила Ивановна Колмогорова, может быть, тоже люди старшего поколения знают, тоже достойный такой учитель. Вот она, собственно, и первый урок, который я до сих пор помню, когда началась вот история, ну, назывался тогда «Рассказы по истории», если вот тоже люди старшего поколения помнят. Это были такие учителя, как Диана Прокопьевна, да, Клавдия Ефимовна, тоже очень известные учителя, педагоги, которые преподавали, долгие годы преподавали, вначале в 20-й школе, а потом в 14-й школе. Ну, собственно, я начинал-то в начале 20-й школе, там буквально 1-2 года я проучился. Тоже известная школа имени Федора Попова, тоже, наверное, многие зрители знают, с большими традициями. Собственно-то и учащийся, и педагогический состав частично оттуда-то перешел в 14-ю школу, поэтому я эти две школы, собственно, не различаю. Фактически это один и тот же коллектив был. Вот в таких условиях вот прошло мое такое начальное и обучение в средней школе. И вы решили стать историком, поэтому продолжили свое обучение. Да, я вот, особенно в средних классах, очень прямо был таким фанатом. Я, как сказать, протопал дорожку нашей библиотеки, которые были в то время, да, городскую, прежде всего, библиотеку. Вся литература, которая там была, это вот рассказы по русской истории, там, Алексея Толстого, допустим, да, ну или там других наших классиков, да, вот, и русской вот словесности, да. Ну и, конечно, тоже по истории Якутии тоже была литература определенная, прежде всего, конечно, учебник вот Георгия Прокопьевича Башарина, самый первый учебник для старшеклассников, да, тоже был одно время моей настольной книгой. Это и вот научно-популярная литература. В числе их мне сразу же попался сборник знаменитый, да, якутских преданий Гаврила Васильевича Ксенофонтова. Я очень рано, так сказать, ну, держал эту книгу не только в руках, но и как-то вчитывался в эту, как сказать, литературу такого рода, да. Это и публикация наших популяризаторов на тот момент истории, вот Чуросова, Михаил Михайлович, это вот супруг Галины Николаевны Пономаревой. Ну или, например, Ивана Георгиевича Березкина, например, известного тоже краеведа, он тоже публиковался много в газетах, и выходили его книги. Ну, то есть можно много перечислить книг, только я некоторые назвал, которые, конечно, тоже подогрели мой интерес, и я вот решил после окончания школы поступать на исторический факультет. Вот. И тогда был очень большой конкурс на исторический факультет. Да, мне немножко тяжело об этом вспоминать, это был 87 год. И так, без того, конкурс был очень большой, но получилось так, что в 87 году особенно был сложный конкурс. Вот, значит, на одно место там десятки соискателей были. Вот, поэтому вот мне пришлось преодолеть этот барьер. Это была моя первая победа, как говорится, да. И мне вот посчастливилось попасть в тот момент, в конце 80-х годов, на исторический факультет, где я попал вот в руки очень известных преподавателей. Некоторых, конечно, я должен назвать, безусловно, да. Мне посчастливилось учиться у самого профессора Георгия Прокопьевича Башарина. Хоть я только лишь был студентом, да, но я его считаю его учеником. Я считаю себя учеником его, потому что мне довелось услышать его курсы о истории средних веков, да, о истории Якутии. И, конечно же, он был очень сильным методологом. Вот. Первый же, значит, предмет, который нам преподавали, он назывался «Введение в специальность». Собственно, Георгий Прокопьевич очень хорошо понимал, что молодым людям прежде всего надо привить вот понимание, что из себя представляет эта профессия. Ну, из других учителей, конечно, я хочу назвать профессора Гоголева Анатолия Игнатьевича, тоже вот ученика, очень такого видного ученика школы Башарина, который мне привил интерес не только к истории, но и этнографии, конечно. Я даже одно время подумал, может быть, действительно этнографией заниматься. Я действительно в студенчестве очень так, ну, не скрою, что сильно увлекался этнографией. Вот. Ну, были, конечно, и другие учителя. Конечно, можно их сегодня, наверное, всю передачу об них говорить. Но я назову только вот таких, да, несколько, да, чтобы других не обидеть. Конечно, большое спасибо. Но вообще вот отечественная история, правдивость в описании исторических событий, это сегодня как бы приоритет в государственной политике, которую обозначает Владимир Владимирович Путин.
Вот я бы хотел задать такой вопрос именно с точки зрения того, что в 2032 году мы вместе с вами будем отмечать 400-летие вхождения Якутии в состав Великого Российского государства. Есть уже указ президента Российской Федерации от 1 апреля прошлого года, да, о праздновании 400-летия города Якутска. Вот в этой связи, пожалуйста, расскажите, проведите исторический такой экскурс, вот именно кто такие начинали вот эту нашу многовековую дружбу с русским народом, как это все происходило, на основе каких-то личностей, имен. Да, ну, конечно, здесь, опять-таки, я хотел бы начать с упоминания имени моего учителя, профессора Башарина, который много писал на эту тему. Он, собственно, является одним из авторов концепции, да, посвященной этим событиям. Хоть, конечно, есть и люди, которые, может быть, и не склонны разделять его точку зрения, тем не менее, я все-таки, даже вот по истечении времени, да, уже сколько я лет занимаюсь, собственно, и этим вопросом, в том числе, я все-таки хочу сказать, что во многом те наработки, которые проводил наш уважаемый профессор, вот, и, конечно, его коллеги, старшие, прежде всего, да, в том числе и не только якутские, да, те, которые являются основателями якутоведения, например, профессор Токарев, да, академик Бахрушин. Я хочу повторить, что эти исследователи, они, в общем-то, заложили основу нашего понимания. Ну, понятно, что это был 17 век. В 17 веке российское государство, ну, на тот момент оно еще называлось русским государством. Как раз вот именно в этом столетии оно стало называться российским. Оно, конечно, переживало очень сложный период в своей истории. Мы же помним, что в начале 17 века под угрозой стояло вообще вопросы вообще независимого существования этого государства, да? Смутное время вспомним. Большим трудом удалось, мы знаем, да, что после 1613 года, когда был вот этот знаменитый Земский собор собирался, избрание царя, восстановление государственности, в таких условиях, конечно, это государство нуждалось в укреплении, поиске новых ресурсов, так сказать, для того, чтобы уже на новом этапе развивать государственность. И, конечно, все взоры российского государства были обращены на восток, тем более, что за много веков до этого, в общем-то, еще древнерусские княжества, да, и прежде всего Новгородская республика, они, в общем-то, проложили дорогу за камень, как они говорят, за Урал. То есть это была дорога известная. Древнерусские княжества и Новгород, они давно имели торговые отношения с населением Приуралия и даже вот Западной Сибири. То есть торговые, прежде всего, и, конечно, прежде всего привлекала ценная пушнина. И поэтому вот вслед за этими ценными не только для тогда русского государства, но и для всех стран, собственно. Например, ближневосточные государства, вот мусульманские, они прежде всего были заинтересованы в поступлении ценных мехов. И, естественно, вот европейские страны, они все рассматривали пушнину как валюту. Мягкое золото. Мягкое золото. И поэтому, конечно, и в Западной Сибири, и в Восточной Сибири вот этот и товар, и ценный ресурс привлекал, ну, не только русское государство, но и другие, собственно. В Западной Сибири было же еще несколько государств, в частности, вот ханство, которое возглавлял Кучум, сибирское ханство, и южнее лежавшие государства, вот, например, государство джунгаров, они тоже же проводили политику по, вот, скажем так, добыче ценного, значит, меха, соболей, значит, куниц, лисиц, горностаев. И, конечно, восточноазиатские государства, например, государство Алтын-ханов монгольских или там маньчжурского государства, в конечном итоге, которое привело к образованию цинского государства. И получилось так, что вот русское государство преуспело в этом. Оно сумело не только пройти вот всю Сибирь, но и дойти до вот Якутии, которая, собственно, к Дальнему Востоку относится, и далее пройти до Тихого океана. И вот если посмотреть на исторический отрезок времени, что такое между 1613 годом, да, и 1632 годом, вот этот короткий промежуток, это совсем мгновение же, да. И вот получилось так, что за эти 2 десятилетия русские землепроходцы дошли до Средней Лены, основали город Якутск, и уже через буквально десятилетия они уже были на берегах Тихого океана. Я имею в виду экспедицию Ивана Москвитина 1639 года, они уже стояли на берегах Тихого океана. Как получилось так, что так
за такой короткий промежуток времени сумели русские землепроходцы. Это же были совершенно небольшие людские ресурсы. Отряды казаков насчитывали в лучшем случае 30-40 человек. И только в исключительных случаях, вот как, например, экспедиция Ермака, они доходили до 400-500 человек. Но это в масштабах 17 века даже были не столь значительные силы, скажем так, да. То есть получается, что эти экспедиции, они действовали не только силой оружия, получается. Во многих случаях, собственно, дипломатия играла роль. И в конечном счете взаимная заинтересованность. Нельзя считать, что практически все, скажем так, абсолютно все народы, которые жили в Сибири и в Якутии, они как бы были настроены именно каким-то вооруженным путем решать эти проблемы. Потому что интерес все равно же всегда был. Прежде всего торговый, да, хозяйственный интерес. И поэтому я считаю, что события, которые произошли в Якутии в 1630-х годах, это вот как раз на пересечении вот этих интересов произошло. Конечно, элита якутского средневекового общества, они же были наслышаны, безусловно, о событиях, которые происходили вот в Западной Сибири. Вот, например, атаман Галкин, который был напарником Петра Бекетова, я имею в виду енисейских служилых людей, они же действовали одновременно, да? И вот этот Иван Галкин, например, он буквально вот в начале, в 1620-х годах находился в землях предков хакасов. Там он собирал ясак, там возводил какие-то остроги, да, и буквально на следующий год он уже оказался вот на берегах Лены, да, в 1631 году. Естественно, и у него самого, и у наших предков, конечно, уже была готовность определенная, как себя вести. Собственно, если посмотреть документы, которые оставили после себя Галкин, Бекетов, такое создается ощущение, что они пришли в Якутию уже подготовленные. Ну, понятно, что и хакасы, и якуты за них говорили практически уже на тот момент на похожих языках. Не случайно же Избран Тидес, это один из первых путешественников, которые оставили сочинения о якутах, они так и написали, что язык-то якутов очень похож не только на язык, скажем, предков хакасов, но и вот прежде всего на язык магометанских татар, вот, населяющих Западную Сибирь. То есть это был такой двусторонний процесс. Конечно, были стычки, было непонимание. Я вот, например, считаю, что после построения Якутского острога в 1632 году, когда произошло массовое шартование, то есть приведение к присяге более 30 якутских князей, среди них были представители практически всей якутской знати. А всю политическую ситуацию, в общем-то, в то время определяли 6 якутских улусов, крупнейших, это, которые располагались в бассейне Средней Лены. Все они приняли подданство русского царя, согласились платить ясак и даже предоставили заложников аманатов. В том числе Тыгын, самый известный вот кангаласский предводитель, правитель, и другие якутские князья, они все, в общем-то, выразили готовность перейти в подданство русского царя. Но вот эти восстания, которые были в середине 1630-х годов, они, в общем-то, не на пустом месте возникли, они как раз возникли из-за вот как раз того недоверия, недопонимания, которое обязательно присутствует при этом. Просто две, значит, конкурирующие силы, это служилые люди Мангазийского острога и Енисейского острога, они просто не поделили, так сказать, сферы влияния. Из-за этого произошли вот эти двойное взимание ясака, там злоупотребление, и это привело вот к конфликтам, собственно. То есть все вот события имеют, так сказать, какую-то подоплеку определенную. И вот я считаю, царское правительство приняло разумное решение, в 1638 году образовало Якутское воеводское управление. То есть теперь уже ни енисейские воеводы, ни мангазийские, ни тем более там красноярские или там томские уже не имели права собирать ясак. То есть полностью весь этот обширный край стал управляться якутскими воеводами. Вот. И это было очень разумное решение. И уже после этого, собственно, все пошло на спад. Вот эта напряженность какая-то, недопонимание. Все вопросы стали решаться такими дипломатическими и такими уже, скажем так, на уровне гражданских каких-то конфликтов, да. Ну, то есть это уже была внутренняя политика государства. Даже если уже возникали какие-то там, в том числе и столкновения, какие-то вот конфликты, это уже все решалось в рамках уже российского законодательства. Вот. Да, вот так, действительно очень интересно, и нам очень важно знать все эти перипетии, которые происходили в тот период времени.
становления, ну, будем говорить, прикрепления новых земель к России, да, и мы этот разговор продолжим после перерыва. Хочу сказать, что у нас режиссеры Екатерина Голикова, Мария Новгородова помогает нам. Спасибо. Еще раз приветствую уважаемых телезрителей и радиослушателей. В эфире программа «Профессор. Доступно о важном». Сегодня мы говорим об исторической правде, мы говорим через призму 400-летия вхождения Якутии в состав великого российского государства. И у нас в студии известный ученый, историк Андриан Афанасьевич Борисов, который представляет наш ведущий институт, Институт гуманитарных исследований. Ну, давайте продолжим наш разговор. Вы упомянули, да, о том, что роль Тыгын-Дархана, да, вот если говорить о хангаласских вождях и об их вкладе, да, в взаимообогащении, приближении ко всем вопросам. Пожалуйста, что вы могли бы сказать на эту тему? Ну, прежде всего, обращаю внимание на географическое положение чисто, которое занимали и сейчас занимают жители Хангаласского улуса. Это же сердце Якутии, да? Ну, или, по крайней мере, один из важных центров, которые они заняли волею судьбы или в результате каких-то событий. Но действительно, когда русские казаки-то пришли сюда, они так и написали, что хангаласские князцы сильны и владеют практически всей землей. Так и написали. То есть они находились под впечатлением, видать, их мощи, их, так сказать, роли, которую они играли. И действительно, поведение, прежде всего, предводителей, да, правителей этого улусного объединения, конечно, играло важную роль. Потому что понятно, что, находясь в самом центре Якутии, можно было уже контролировать все пути, как-то вот, по крайней мере, иметь доступ к другим улусам, да. И вот самые ранние документы, которые сохранились о Тыгыне, говорят о том, что все-таки Тыгын, его русские называли Тынин Мындяков. Это вот, кстати, очень интересное сообщение. То есть она подтверждает во многом легендарную версию. Он, в общем-то, действительно, это был политический шаг, он действительно встретил представителей русского государства и действительно принес присягу, привел аманатов и дал шерть, то есть присягу, и согласился платить исак. Об этом написал его внук. Это, между прочим, исторический документ, хоть и составленный позднее, но ему следует доверять, потому что это был официальный документ. И вот профессор Иванов, мой научный руководитель, неоднократно об этом говорил, что и сами царские чиновники, и, естественно, сам Мазары, они не могли слукавить, то есть они могли друг друга, конечно, перепроверить. То есть это было так. Но другое дело, что вот Иван Галкин, атаман, который я уже упомянул, он, в общем-то, видимо, был человек горячий, неосмотрительный, может быть, в какой-то степени жесткий, и каким-то образом он все-таки расстроил вот этот фактически консенсус, который установился, и, как пишет Василий Николаевич Иванов, и до него, кстати, и Ксенофонтов об этом неоднократно писал, и даже учитель, не учитель, как скажем, отец сибирской истории, профессор Герхард Миллер, ну, это имя, наверное, известно не только у нас, но и вообще в отечественной истории, они так и написали, что вначале это, в общем-то, договоренность была, но потом вот именно, как написано в некоторых русских документах, воровством служилых людей, то есть какими-то, видимо, противоправными действиями, он настроил, прежде всего, самого Тыгына, и Тыгын, в общем-то, как написано, напал. Когда Галкин уже возвращался, эта стычка попала на страницу документов, и, конечно, ближайшие преемники Тыгына, его сыновья, прежде всего, Откурай, Тынинин и Базик Тынинин, они, в общем-то, этот, не то чтобы завет, а вот поведение своего отца, в общем-то, они дальше промоделировали, да, то есть они дали понять, что, в общем-то, они не дадут, они, конечно, согласны, так сказать, перейти в подданство, но они не дадут, так сказать, злоупотреблять, скажем так, положением. Соответственно, вот эти два выступления 1634-37 года, где они играли главную роль вместе с битюмскими князьями, да, в общем-то, говорят об этом. И что потом уже, когда в 1641 году было вторичное жертвование, когда вот приехал первый воевода Головин, то, что якутские князья, в общем-то, все опять-таки жертвовали, это тоже говорит об определенной линии поведения. То есть мы приносим присягу, мы, значит, берем на себя обязательства, но, тем не менее, требуем за это
определенных обязательств со стороны уже государства, получается. Вот. Теперь вот возвращаясь к Хангаласскому улусу, надо сказать, что понятно, что ясачные сборщики, направляясь в различные точки, да, уже Якутии, Якутского уезда, как его стали называть, они непременно проезжали вот через земли хангаласских якутов, и обязательно все якутские князья, которые уже после Тыгына правили, они, конечно, безусловно, участвовали во всех этих событиях, связанных ли вот с какими-то, допустим, в том числе стычками или, допустим, какими-то уже более дипломатическими, так сказать, событиями, они уже были связаны напрямую с ними. Ну, тут можно вспомнить племянника Тыгына Июка Никина, тоже известного князя, который сыграл очень важную роль тоже. Именно по его согласию и возник Якутск уже на берегах вот Туймады, собственно. Да, это тоже надо подчеркнуть. В 1643 году добрая воля этого князя тоже сыграла большую роль. Вот мы, кстати, имя этого князя как-то немножко забываем. Мы только вот старшее поколение помнит вот этот наш Зеленый Луг одно время назывался же Июковым лугом, собственно. Вот. Это вот, например, память такая народная. Вот. А теперь вот далее продолжать, если, да, говорить о событиях уже, интеграции уже, да, территории Якутии в составе российского государства, надо сказать, что уже в дальнейшем понятно, что пушной зверь – это не бесконечный ресурс. К сожалению, в середине 17 века они были истощены, промысл это. И, получается, якутское население, и не только якутское население, и тунгусское население, юкагиры не могли уже в полной мере уплачивать. И, к сожалению, на этой почве опять возникли злоупотребления. Ну, понятно, они и сейчас бывают. Чё греха таить. И в современной практике государственной, конечно, часто бывают какие-то там и нарушения, в том числе, что говорить о 17 веке, да. И, конечно, это привело опять к напряженности. Возникли там дела какие-то следственные, какие-то противостояния возникло. Вспомним мятеж Балтуги Тимиреева, очень известного жарханского князя, который, кстати, тоже жил на территории современного Хангаласского улуса. Это движение все помнят 1676 года, когда он выступил против вот именно злоупотребления, опять-таки, конкретных ясачных сборщиков. И вот возникла проблема, как быть? Не хватает, значит, ресурсов, а ясак надо было уплачивать. И вот возникает вот эта идея о поездке уже делегации якутских князей в 1676-77 годах. И вот здесь опять-таки важную роль сыграл представитель Хангаласского улуса, это уже внук, который я уже упоминал сегодня, это Мазары Базека, внук Тыгына. Он еще и несколько князей, намский князь Ноктоникин, это внук тоже не менее знаменитого намского князя Мамака, и, значит, Мигинский Тойон, Трекор Сукаев. Кстати, Мигинский улус на тот момент был самый многочисленный по численности, тоже один из влиятельных улусов на правобережье Якутии. Они все вот, видимо, были избраны, опять-таки, якутским населением или вот каким-то, может быть, представительное какое-то собрание было якутской элиты, они были именно избраны. Потому что царь сам распорядился, что надо избрать 3 князей для того, чтобы они представляли интересы якутского народа. И вот они побывали в столице, тогда Москва первопрестольная, она охотно принимала таких именно представителей народов, которые на тот момент находились в составе российского государства. Мы знаем в тот момент, в те года, очень много было калмыцких делегаций, неоднократно приезжали башкирские, значит, представители башкирской знати. То есть это идет в ряду всех вот этих процессов, которые происходили. То есть элиты этих народов понимали, с кем имеют дело, и они вот в своих поездках они хотели добиться именно те обязательства, которые государство, как сказать, обязалось выполнить, прежде всего по судебной власти, да, прежде всего по обеспечению обороны внешней, да. И действительно мы видим, что на границах постоянно русское государство выполняло эти обязательства по защите, так сказать, рубежей, по обеспечению там торговых путей. Это мы неоднократно видим. Допустим, Нерчинский договор – это вот яркий пример 1609 года, который обеспечил границу. Поэтому вот эти события имели такое очень важное государственное значение. Ну и, наверное, можно дальше проследить, да, с вашего позволения? Да, конечно. То есть мы знаем, что сменялись эпохи, появлялись новые проблемы. И вот уже в XVIII веке другой представитель вот, династии Тыгына, это правнук уже Мазары Базека, Софрон Саранов, тоже по схожей проблеме, то есть по схожим проблемам, которые возникли,
опять-таки с уплатой ИСК там и других проблем. Тогда уже начали развиваться товарно-денежные отношения, возникли и другие проблемы, например, казенный извоз. И вот Софрон Саранов опять-таки был избран. Это уже на документах хорошо прослеживается. Именно из числа видных представителей якутского народа он был избран единогласно представлять якутский народ уже очень известном представительном органе власти, уложенной комиссии, которая была создана самой Екатериной II. И вот он приехал в 1767 году. Тогда столицей уже стал Санкт-Петербург. И мы знаем, что он не только преодолел путь, но еще ему пришлось доказывать свое право быть депутатом, но об этом много написано. И поэтому тут я не останавливаюсь, поскольку времени не так много. Хотел бы сказать, что Софрону Саранову удалось очень главное. Он вступил в прямой диалог с высшими не только структурами, но и самой Екатериной II императрицей. То есть он удостоился аудиенции, и были приняты очень важные решения, вышли указы опять царские, имеется в виду императрица, в том числе о ясаке, о казенном извозе и других насущных проблемах, которые нужно было решать, и уже стали решать другие поколения якутских очень известных исторических личностей. Например, мы сейчас будем отмечать одну из годовщин, связанную с деятельностью другого представителя Хангаласского улуса, Ильи Шадрина. Который доселе не был известен, широким кругам. Он менее известен, потому что он просто в тени, под тенью находился у таких могучих фигур, как Тыгын, прежде всего, и его, так сказать, ближайшие потомки. Понятно, что предания, которые сохранились, Ксенофонт, тоже я говорил, Илиаду же я упомянул, конечно, все это заслонило его. Но, тем не менее, если посмотреть документы, он, в общем-то, проделал так сказать, дела, то есть проделал работу, которая, в общем-то, в ряду стоит. Потому что одно дело, заявить, поставить, издать указы, а другое дело уже, как это говорят, сопроводить, как это сейчас говорят, то есть добиться, чтобы они на практику, так сказать, как были внедрены. Даже мы знаем, что другой представитель якутского народа, это уже представитель Барагонской знати, Алексей Аржаков или Саян Арджаков, который спустя некоторое время побывал на приеме у Екатерины II, он же представил план о якутах, он примерно повторил те же, так сказать, пункты, еще там дополнил новыми, и этого оказалось недостаточно. И Шадрин, мы недавно совсем узнали, что, оказывается, он единственный из якутских представителей удостоился аудиенции сразу у 3 императоров. Представляете себе, у самой Екатерины II, у Павла I и даже у Александра I. И представляете себе, этот человек, побывавший уже на приеме у 3 императоров, сумел добиться, уже претворения в жизнь тех начинаний, которые пытались внедрить его предшественники. Если увязать эти все процессы с большой работой Михаила Михайловича Спиранского, устав об управлении народцами, какая-то взаимосвязь есть с фигурой Шадрина? Конечно. Мы же знаем, что этот устав о инородцах 1822 года, он же не на пустом месте предпринимался. Потому что Спиранский, как деятельный человек, он же стал генерал-губернатором Восточной Сибири, он, в общем-то, вначале ознакомился с ситуацией, и прежде всего он пригласил представителей не только якутского народа, но и практически всех народов, крупных народов Сибири пригласил и дал задание чиновникам сибирским собрать сведения об обычаях, о законах этих народов и, конечно, о нуждах, какие проблемы стоят. То есть этот устав это была сумма, так сказать, всех этих наказов, предложений. И в этом деле большую роль сыграли уже последователи, уже Софрона Саранова и Шадрина, например, Сава Киилин, тоже голова Хангаласского улуса, и особенно величавый писарь Николай Рукунов, тоже представитель Хангаласского улуса. Они в числе других якутских князей, но тут нельзя не упомянуть, конечно, тоже Барагонского, Тойона Ивана Мигалкина и других князей, так сказать, старост и улусных голов, которые побывали в Иркутске специально для того, чтобы представить эти сведения. Например, записку о обыкновениях и обычаях якутов, объяснение якутов об их обычаях. Тут несколько документов. Они как раз были подписаны, подготовлены этими
людьми, о которых я сказал. То есть это был такой беспрерывный процесс. И вот мы получили этот устав, который фактически все стороны жизни, в том числе и правовые, там, да, вот мы знаем, что якуты жили же по обычному праву. И вот в этом уставе фактически, это же был государственный документ, а он узаконил многие обычно правовые нормы, собственно, да. И получается, что вот почти 100 лет якуты жили вот на основании вот этих узаконений, которые были приняты в уставе о управлении народцев. Это просто выдающееся. Наверное, мало таких узаконений даже сейчас, которые такую долговечность имеют, да, 100 лет, представляете себе, да? Да. Только Октябрьская революция 1917 года вот упразднила вот это узаконение. Вот. То есть это просто, я считаю, этот памятник правовой мысли и вообще выдающийся исторический документ, в котором сыграли роль вот такие выдающиеся деятели. А вот смотрите, использование великого могучего русского языка вот этими нашими представителями, ну, наверное же, в определенном совершенстве было для того, чтобы доказывать, писать, грамотно излагать. Вот в этой части что могли бы вы сказать? Вот здесь надо сказать, что вот я упомянул же вот имя Николая Ракунова. Почему его называли величавым писарем, да? То есть это был не просто грамотный человек, то есть это был один из первых представителей якутского народа из числа вот элиты якутской, который хорошо был образован. Вот мы сейчас пытаемся установить, где же он получил образование. Он жил в конце 18-го, начале 19 века, да? И он, в общем-то, был, собственно, деятелем, например, Якутской степной думы. Это вот того органа областного управления, который возник по итогам устава об инородцах. То есть он, собственно, он же, конечно, думал как якутский человек, но он их излагал по-русски. То есть это было важно донести мировоззрение, как сказать, помыслы, да, якутов уже русским языком для русских чиновников и вот людей, от которых это зависело. Вот в этом большую роль сыграли такие люди, как Николай Ракунов. Вот что интересно, вот мы сейчас же празднуем День якутской письменности, мы связываем это с именем Семена Новгородова, да. Я, конечно, уважаю этого выдающегося деятеля, да, но надо сказать, что прежде чем возник этот алфавит, еще вот в 19 веке, в начале 19 века возникает якутская фактически письменность на основе кириллической. Тут большую роль сыграли вот батюшки наши, и вот в том числе такие деятели, как Николай Ракунов и его сподвижники, они, я не побоюсь этого слова, были первыми, кто писал не только на русском языке, но и якутском языке. Сохранились некоторые документы по этому поводу. Вот вы очень хороший вопрос задали в этом смысле. Да, Андрей Афанасьевич, я искренне благодарю вас за то, что вы пришли в эту студию. У нас состоялся очень хороший, заинтересованный разговор. Я думаю, что и телезрители, и радиослушатели это оценят. Ну, я думаю, что это по большому счету и подарок, потому что в эти дни проходят дни Хангалас-Кулуса в городе Якутске, и мы бы пожелали хангаласам для того, чтобы эти мероприятия прошли успешно. Ну и всем якутянам желаем здоровья,